Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас у нас урок русского языка. Тема нашего урока – лето. Ребята, сейчас у нас какое время года? Лето к нам пришло, стало сухо и тепло, по дорожке прямиком ходят ножки босиком. Как хорош он, летний день, весело играет тень. В саду бабочка порхает, зяблик что-то напевает. У куста цветущих роз стайка пляшущих стрекоз. И жужжит весь день пчела, мед душистый принесла. Сегодня на уроке будем обобщать знания об основных изменениях, которые наблюдали с приходом лета в природе. Учимся составить тексты и сравнивать тексты. Развиваем речь и навыки чтения. Воспитываемся к самостоятельности. Для многих из нас лето – это самая любимая пора года. Солнечная и теплая погода позволяет купаться в море или в озере и загорать. И все это совпадает с летними каникулами. С наступлением лета мы попадаем в сказочный мир приключений. Природа наливается разноцветными красками и одаривает спелым урожаем. Пышная зелень, цветущие сады, ласковое солнце, теплые дожди – все это лето. Летом можно радоваться солнцу и теплым денькам, отправляться в далекие путешествия и походы. Особенно прекрасно летом природа. Шумит зелеными листьями лес, поспевают ягоды, расцветают самые удивительные цветы. Можно бесконечно гулять по цветущим лугам и любоваться на скромные белоголовые ромашки или плести венки из одуванчиков. Откройте в учебнике страницу 115. Будем работать над упражнением первое. Нам даны предложения. Первое предложение. Они будут играть, веселиться, купаться, загорать. Второе. На улице будет тепло. Третье. Дети будут отдыхать. Четвертое. Скоро лето. Из этих предложений мы должны составить текст. И для этого запишите предложения в нужном порядке. Пока вы будете работать, можете ставить на паузу. А теперь давайте вместе проверим, что у нас получилось. Скоро лето, на улице будет тепло, дети будут отдыхать, они будут играть, веселиться, купаться, загорать. Если у вас получилось точно такой же текст, то вы молодцы. Упражнение третье, страница 116. Рассказ первый. Наступило лето. Мы приехали в деревню. Наш дом стоял у леса. Весь день звучали песни птиц. Утром Миша и папа пошли в лес. Они хотели набрать грибов для супа. Миша первый заметил гриб. Скоро и папа нашел 5 грибов. Вкусный будет грибной суп. Рассказ второй. Летом мы приехали на дачу. Наш дом на берегу реки. Весь день звучали крики чаек. Утром Миша и папа пошли на речку. Они хотели наловить рыбы к обеду. Миша первый поймал рыбку. Скоро и папа поймал несколько. Через 2 часа в ведре было 10 рыб. Вкусный будет рыбный суп. Ребята, скажите, что в них общего и чем отличаются друг от друга? Давайте вместе ответим на эти вопросы.
Эти рассказы схожи тем, что в обоих рассказах наступило лето, и Миша и его папа приехали отдыхать. И в конце рассказа будет суп. И чем отличаются эти рассказы? Отличаются тем, что в первом рассказе Миша и папа приехали в деревню, а на втором рассказе на дачу. В первом рассказе дом стоял у леса, а на втором дом стоял на берегу реки. В первом рассказе звучали песни птиц, а на втором рассказе звучали крики чаек. В первом рассказе утром Миша и папа пошли в лес, а на втором рассказе пошли на речку. В первом рассказе они хотели набрать грибов, а на втором рассказе они хотели наловить рыб. И в конце получилось в первом рассказе грибной суп, и на втором рассказе получилось, что будет рыбный суп. Вам домашнее задание, упражнение 4, страница 117. Рассмотрите рисунки, они перепутались. И скажите, какие рисунки к какому рассказу относятся и почему вы так думаете. Свои ответы отправьте мне по WhatsApp. И на этом заканчивается наш урок. Всего доброго и успехов!